Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр. Денис. Мы находимся в микрорайоне Париж. И здесь мы занимаемся утеплением дома и обшивкой сайдингом. Шикарно. Денис, давай расскажем нюансы. С чего мы начали? И может даже подойдем? Да, давайте подойдем и посмотрим. У нас здесь много нюансов. И, стандартно все так, как мы любим, как мы делаем. Чаще всего это утепление. Здесь есть небольшой нюанс. У нас здесь 50 мм утепления базальтового утеплителя. Да. Обычно делаем сотку. Обычно, да, у нас сотка. В данном случае пятерка. Это по желанию заказчика, я так понимаю. Вот. Дальше. Значит, у нас здесь вертикальные направляющие, скользящие. Между ними базальтовый утеплитель. И сверху уже пленка, проклеенная вся ветрозащита. Вот мы можем ее здесь видеть. Все проклеено. Все швы, все стыки. И вокруг окон тоже там потом посмотрим. Да. Дальше идет, следующим этапом у нас идут маячки. Вот мы выставляем маяки деревянные на подвесы такие металлические, дабы выровнять плоскость, на которой будет уже сайдинг. Монтироваться. Да, монтироваться сайдинг. Хочу отметить, что утеплитель укладывается плотненько в распор, чтобы не было никаких щелей, следовательно, мостиков холода, теплопотерь. То есть все плотненько мы сделали. Вы сказали, плавающий каркас, это очень важно. Несмотря на то, что дом как бы отстоялся, мы все равно делали вертикальные пропилы и монтировали. То есть у нас все равно здесь идет плавающий каркас на случай каких-то подвижек дома. Ну, их не может быть, но на случай. Да. То есть потом идет вот утепление и ветрозащитная мембрана, чтобы вот как из нашей куртки, там тоже есть утеплитель, да, ветром тепло не выдувалось. Вот эта курточка в доме, вот она. Дальше идет вент-зазор, как функцию выполняет. И с другой стороны вот мощный каркас, как Денис сказал, маячки под сайдинг. Уже четко, ровненько, здесь все выбито. И видно, что по шнурке, четко по шнурке весь каркас выставлен, чтобы у нас сайдинг не волной шел, а абсолютно ровно. На мощном и на мощных вот этих вот подвесах, да, они жесткие, двойные кнауфовские. То есть не такие эконом, а эти жесткие, надежные. Все стыки у нас проклеены, что пленки с деревянными конструкциями, что все оконные конструкции по периметру, чтобы никакого выдувания, в доме не было, все было герметично. Так, каркас готов. Сейчас мы только делаем еще, накидываем пока стартовую планку. Вот она по низу. Будем учитывать все вент-зазоры. Да. Здесь пойдут у нас вентиляционные каналы будут у нас. Да, решеточки. Надо, в чем еще интерес ума, у нас всякие коммуникации идут, трубы. То есть надо будет это все обходить и подрезать под уже заложенные технологические вот эти вот крепежные элементы. И планируется еще подшивка небольшого карниза. Здесь уже та же самая работа выполнена со всех сторон, да, тоже утеплен фасад дома, сделан каркас, все оконные и дверные проемы, это видно, и вентиляционный канал тоже все лентами проклеено. И да, правильно отметил, чтобы выдувания не было. Вот нашу курточку, у нас все швы, четкие швы, непродуваемые, и непродуваемая наша курточка у дома, вот она, все проклеено, то есть никак, это видно, прошу вас заметить, вот, никакого выдувания тепла из дома не будет. Прекрасно. И прошу вас обратить внимание, что здесь склон. Обратить внимание на рельеф местности, что с этой стороны, что с другой. Это я к тому, что нам надо сначала не просто подстроиться, что есть, а где-то даже выровнять и сделать так, чтобы это глазом было идеально. Несмотря на ломанный рельеф местности, со всех сторон разный, надо сделать так, чтобы он смотрелся четко ровно. Или хотя бы несколько было таких логичных изломов. Потому что от стартовой планки идет дальше сайдинг. Такая некая гармония. Вот. Это отделка. Отделка требует щепетильности, неторопливости. Сказал. Здесь поэтому мы и применяем J-профиль, вот эту J-планку. Не просто так, а потому что у нас есть именно рельеф. Да. Очень крутой склон. Обычно применяется обычный металлический стартовый профиль, на который одевается сайдинг, уже панель.
А в этом случае мы, наоборот, ее вставляем. Нижняя часть у нас будет подрезана, Ага. и крепеж, получается, будет срезан. Ага. И для того, чтобы у нас нижняя часть не болталась, она у нас будет вставляться сюда. Ну, тут еще будут распорки поставлены, чтобы тоже тут не болталось ничего. Вот. И все это будет надежно закреплено. Видно еще опасность работы, сложность ее. Идет работа Да. на высоте. Вот посмотрите, сам каркас, то есть докуда мы доводим утепление и доводим сам каркас, то есть это физически непросто. То есть делаются леса, устанавливаются лестницы, чтобы можно было фасад обшивать. То есть это не одноэтажные дома, тем более. Ну, это, Да. это сложная работа на высоте. Есть еще один тут нюанс. Ага. Мы можем пойти посмотреть. Давайте. Очень интересный. Обратите внимание, что трубы вентиляции подвала торчат у нас, не все торчат, скажем так, за пределы линии сайдинга, которые у нас Какие-то будут. выпирают, какие-то внутрь. Да, вот это вот, например, внутрь утоплено. Для этого мы купили трубу и будем наращивать вот эти все трубы, да, каналы, для того, чтобы они у нас проходили сквозь сайдинг, скажем так, да, прорезать в сайдинге такую же дырочку и выпускать ее наружу. Потом здесь красивенько будет финишно заделано. Обратите внимание, у нас есть крыльцо. Конструкция такова, что оно не привязано к дому абсолютно нигде вообще. Ага. То есть это отдельное строение, стоящее на сваях винтовых. Вот такой вот металлический каркас, мощный, прям супер, да, но который не привязан никаким образом к дому вообще. И наша задача его не привязать. И сделать так, чтобы он у нас гулял, ходил, имел возможность двигаться относительно дома. И отмечу про декор. То есть все эти деликатные моменты везде необходимо обходить. То есть тут финишная пойдет, и все стыковочки, все подрезочки надо будет делать аккуратно. То есть я больше про это. То есть Да, какие-то вот примыкания, Еще если достройки, посмотрим пристройки. туда вовнутрь, у нас там получается две абсолютно отдельные друг от друга плоскости. Ага. Получается, вот где окна. Мы не входим в одну плоскость, потому что мы не можем даже это толком. Ну, то есть Ага. можем, но Ага. у нас получаются отдельные картины. Элементы. То есть, Да. да. У нас вот один оконный проем, мы его обшили отдельно, и другой оконный проем обшили отдельно. Да, Вот то есть два квадратика. Слушай, будут смотреться. Пойдемте, сейчас покажу. И здесь вот эти вот наши квадратики. То есть у нас отделка-то заканчивается тут, Да. там и здесь, в углах. Дальше она не проходит. Это в этом сложность, то, что мы не можем целиком прогнать от угла до угла сайдинг. И надо будет визуально нам совпасть. Да, попасть еще как. Да, горизонт поймать, чтобы у нас совпали все в горизонт линии. Так как у нас здесь кирпичик. Я просто вижу, какая здесь будет красота, Ага. когда будет обшит фасад. Это будет шикарно с такой-то террасой. Да. Я тебе говорю, это вот просто сейчас запечатлите, и я вам покажу, что будет в следующем выпуске. Будет бомба. Есть еще один нюанс. Вот можем пока здесь показать. Да. У нас вот эта часть сильно выпирает. Это у нас утепленный подвал. Ага. Сильно выпирает. Нам приходится вот так вот тут маленечко прорезаться. Чтобы вывести буквально, в единую плоскость, да. Сантиметрик, Да, да. чтобы вывести, да. Утапливали немного каркас туда, Мгм. спиноплекс. Да, зато сейчас все четко, по одной линии все будет. Не, шикарно. Вот всегда есть нюансы. Всегда есть нюансы. Стройка, не знаю. Ну да, это... Отделка никогда вот так вот простой Нет, не если бывает. дом вот свежий, построенный только-только, вот мы его поставили, он там, допустим, прямой и простая форма И куба. наш, да. Да, и либо вот, допустим, с такими уже, когда у нас туда построено тут целое еще одно здание, грубо говоря, к этому дому Окей. стоит и должно двигаться отдельно. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом, Или сделать отделку наружную или внутреннюю, смело обращайтесь. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 8 912 868 47 48. Приходите, с радостью все расскажем, все покажем, сделаем вам предварительный расчет, что вы приценились. Вы уже спокойно идете домой, думать, принимать решения. Ну и будем рады, если выберете нас для строительства или ремонта, отделки вашего дома мечты. Все, встречаемся на консультации. Пока-пока. Пока-пока.